Степан Васильевич Васильев. Выдающийся государственный и политический деятель, один из ярких представителей первой плеяды государственных деятелей Якутии, стоял у истоков развития тяжелой и золотодобывающей промышленности, цветной металлургии, профсоюзного движения. Первый из народа Саха, занимавший высокие государственные посты в СССР, внесший свой вклад в укрепление обороноспособности всей страны. Донской Семен Николаевич I, первый нарком земледелия ЕАССР, член ЦИК и ЦИК СССР, один из авторов манифеста об объявлении автономии, участвовал в составлении первой Конституции ЕАССР, Декларации прав и обязанностей трудящихся ЕАССР, способствовал созданию якутской письменности и якутской национальной школы. Донской Семен Николаевич II, первый нарком просвещения ЕАССР, член Совета национальностей ЦИК СССР, постоянный представитель ЕАССР при президиуме в ЦИК, внес большой вклад в ликвидацию неграмотности населения, инициатор идей здорового образа жизни, один из организаторов постановлению первого в истории Северного народного научно-исследовательского института. Мегжекский Михаил Васильевич, один из организаторов якутского комсомола в Якутии, нарком рабоче-крестьянской инспекции ЕАССР, член президиума и председатель ЯЦИК. Жиркова Дора Самуиловна, первая коммунистка Якутии из женщин Саха, член Якутского губернского партийного бюро, одна из организаторов женского движения в Якутии, внесла свой неоценимый вклад в развитие здравоохранения ЕАССР и Казахской Советской Социалистической Республики. Павлов Георгий Митрофанович, нарком земледелия ЕАССР, член президиума ЕЦИК, один из первых профессиональных агрономов Якутии, инициатор выращивания огородных культур на полюсе холода. Габышев Александр Гаврилович, секретарь Якутского областного комитета ВКПБ, председатель ЦИК ЕАССР, член ЦИК СССР, возглавлял комиссию по выработке нового проекта Конституции ЕАССР 1937 года, после принятия которой легитимизация государственности Якутии закрепилась в конституциях СССР и РСФСР. Государственность Якутии впервые официально признавалась и стала составной частью государственно-правовой системы. Сюльский Семен Семенович, нарком просвещения ЕАССР, начальник управления по делам искусств при СНК ЕАССР, министр просвещения ЕАССР, депутат Верховного Совета Якутской АССР, внес большой личный вклад в развитие образования, культуры и искусства, стал инициатором составления учебников русского языка в школах республики. Данилова Анастасия Петровна, секретарь Верховного Совета ЕАССР, секретарь Якутского обкома партии по пропаганде и агитации, заместитель председателя Президиума Верховного Совета РСФСР 3 и 4 созывов, депутат Верховного Совета ЕАССР 1, 2 и 4 созывов, заслуженный учитель школ ЕАССР, внесла большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие республики в 50-60-е годы XX века. Не раз ставила вопрос перед правительством РСФСР об открытии Якутского госуниверситета. Овчинникова Александра Яковлевна, председатель Президиума Верховного Совета ЕАССР, заместитель председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства ЕАССР, почетный гражданин города Якутска и Республики Саха-Якутия. В годы руководства республикой Александрой Яковлевной Овчинниковой были введены в строй алмазодобывающий комплекс первой и второй очереди Вилюйской ГЭС, железнодорожная линия Тында-Беркакит. В целом, 60-е и 70-е годы стали периодом динамического роста экономики, взлета культуры народов ЕАССР. Петрова Варвара Андреевна, видный государственный и политический деятель, второй секретарь Горного РК КПСС, председатель исполкомов Момского, Ленинского районов, первый секретарь Момского РК КПСС, глава Абыйского и Нюрбинского районов,
заместитель министра экономического развития Республики Саха-Якутия, депутат Верховного Совета ИАСР 10-12 созывов и Госсобрания Элтумен 1 созыва. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, Абыйского, Горного, Момского и Нюрбинского улусов. В смутные 90-е сумела не допустить развала экономики улуса и вывести Нюрбинский район в передовые. При ней были начаты разработки месторождений Накынского алмазоносного поля, подписаны соглашения с акционерной компанией «Алроса».